Год будет трудным, впрочем, как и следующий. Такого мнения придерживаются эксперты. Если вам от этого станет легче, рецессия ожидает не только Россию, весь мир. Ее практически не избежать, когда мировую экономику одновременно накроют энергетические и продовольственные кризисы, рекордная инфляция, падение доходов населения. И все это будет усугубляться очередными геополитическими конфликтами и новыми волнами пандемии. Я вас ни в коем случае не пугаю, но всегда лучше руководствоваться принципом «надейся на лучшее, но готовься к худшему». Бравурные речи и прогнозы к хорошему не приводят. Понимают это и в российском Минсельхозе. Там все еще рассчитывают собрать рекордный урожай около 130 миллионов тонн зерна. Если сложатся удачно звезды и все другие факторы. Пока урожайность неплохая, но в некоторых регионах из-за холодной весны запоздали с уборкой. Татарстану погода благоволит, на хороший урожай хорошие прогнозы. Сейчас аграрии активно следят за погодными изменениями. И если в начале лета ждали солнца, то теперь, наоборот, дождей. Пшеница, горох, кукуруза уже созрели, а вот плоды сахарной свеклы требуют влаги. Из-за жаркой погоды последних недель есть опасность засыхания плодов. Сахаристость пока чуть ниже ожидаемых показателей. Это связано с обильными дождями во время цветения. Сахар плоды набирают в солнечную погоду как раз в данный момент. Но время еще есть. Уборка сахарной свеклы запланирована на сентябрь. Будут ли задержки в пути? Ведь играет роль не только современные комбайны, благоприятная погода, но и квалифицированные кадры. О том, как их привлекать на село, напомнил и президент республики, который оценил на неделе ход уборочной кампании в Высокогорском и Кукмарском районах. Как она проходит, успеют ли в срок? Репортаж с полей Буинского района от Диляры Юсуповой. Три месяца назад, май. В том же месте, в то же время. Тогда мы то и дело прерывали съемку из-за обильного дождя. Почва уходит из-под ног, комбайны застревают в грязи. Картина сегодня разительно отличается даже по цвету. Золотистые колосья, высокое солнце и ни одной остановки. Кадра одно, а видеть своими глазами совершенно другое дело. Сладкий запах спелой пшеницы, горячие дни и теплые ночи, наполненные грохотом комбайнов, горы золотого зерна. Все это означает, что пришла жатва. На поле озимой пшеницы комбайнам не разрешают останавливаться. Каждая минута на счету. На яровой пшенице проще. Ильмаз Калимулин готов сделать перерыв. Он здесь из-за фермера, из-за комбайнера. Хорошие же, крупные. Цвет красный. Скорее всего, 3-й класс. Ну, это хорошая пшеница, которая уже на муку идет. Ну, колос тоже хороший. Большой, длинный пшеница. Сколько считали? 33 штуки, наверное, вышло. Высота из-за обильных дождей в этом году, влаги, высота у нас слишком высокая была, поэтому он полегла она. Дожди всегда хорошо, но когда температура холодная, там ночью стояла буквально -2, -1, она не росла. Ну, а потом ход набрала и пошла уже вперед. Крупные колосья – признак богатого урожая. В этом году их высота достигла своего максимума. И все благодаря майским ливням и летней жаре. Вечно загруженная конвейерная лента для сушки зерна, несколько оборотов и кран так называемой слежки. Это позволяет аграриям не работать в холостую. Система есть. Там впереди ножи стоят, они режут и попадает, получается, через наклонную камеру на барабан. Барабан крутится, вот у меня в данный момент 1080 оборотов в минуту. А это самое грязное поле, гороховое. Пыль столбом. К концу этой недели здесь закончат уборку и гороха, и озимой пшеницы. Механики колдуют над техникой. Даже новые комбайны перед выходом на поле проходят техосмотр. Но проверка нужна и во время работы. Подправляю теплоподъемники, чтобы чище брал, убирал лучше. А то бывает, сюда попадает земля и приподнимает он его. И, маленько огнет. Вообще Буинский район славится стабильными урожаями. Обмолочено более 27 тысяч гектаров. Много хлеба здесь получают за счет применения в растениеводстве эффективных технологий производства злаковых и современных сельхозмашин. Но важно и не только что пожинают, но и кто. Общий настрой деловой. Уборка идет хорошо, техника справляется, у людей есть желание работать. Все нужно учитывать. Здесь скорость. Если будет посильнее, потери будет побольше.
Из-за обильных осадков и холодных температур работы на полях затянулись как по севу, так и по уборке. Она тоже началась с небольшой отсрочкой. Вот только если в первом случае излишняя влага неблагоприятно влияла на почву, то сейчас урожай, который уже созревает, должен быть богатым. Эти дожди, конечно, ход уборочных работ чуть-чуть приостановило. Там переход где-то 10-14 дней мы перешли чуть-чуть позже, посеяли. Но насчет урожая там вопросов никаких нет. Урожай формировался хороший за счет этих дождей. Там дожди, тепло, дожди, тепло. Успели посеять нормальные оптимальные сроки. Урожай хороший формировался. Но вот последние солнечные погоды, которые держатся уже почти месяц, конечно, влияет. На зимы и на ячмень он не так сильно влияет, но на яровую пшеницу, конечно, ощущается то, что уже семена чуть-чуть щупловатые. Тем временем продолжается подготовка почвы под сев озимых культур. Все семена, удобрения и топливо для техники имеются в достаточном объеме. Достаточно пока и рабочих рук, по крайней мере в Буинском районе. Уборочная кампания обычно аграриям оплачивается по отдельному сезонному тарифу, но так не везде. Отметил это и Рустам Миниханов в ходе своей рабочей поездки в Высокогорский район. На село надо привлекать грамотных специалистов. Создать индустриальные промпарки, чтобы здесь люди не ездили туда, а здесь работали. Значит, чтобы школа, садик, я понимаю, здесь были, чтобы никуда не уезжали. Зерно к концу недели собрано, часть будет отправлена на хлеб, часть на корма. Кормовые центры сейчас активно развивают в каждом районе. В Кукмарском уже поставили задачу – создать кормоцентры в каждом поселении. Сегодня район занимает 9-е место в рейтинге эффективности сельского хозяйства. Активно ведется работа по грантам и комплексному развитию сельских территорий. Kukmarani o'rnaga ko'rsatib, qo'yaversak, sizning karma-sentrlarni tirlik bilan ishlov, hunarchilik, Kukmara o'rnak ko'rsatib, temporary yo'qotmasga yillar aybat kela, hali ko'stimasini agar yeyib olsak, formada bor, kurajda bor, narsa bor. Точных прогнозов на урожай пока не делают, но зерна и овощей будет явно больше по сравнению с прошлым засушливым годом. Правда, сейчас аграрии следят за любыми изменениями погоды и очень ждут дождей. Если пшеница уже свое отцвела, то свекла и капуста поспеет лишь к сентябрю. Такая жара может плохо повлиять на результат. 8 тысяч гектаров отличная свекла в этом году. Мы думаем, в этом году тоже рекордный урожай по сахарной свекле соберем. Это все поля сейчас силами сахарного завода, силами наших специалистов, все поля определены, просмотрены, даже определили сахаристов. Но сахаристы чуть-чуть ниже прошлогодних показателей, но я думаю, еще время есть. У нас где-то еще месяц времени есть. Свекла в прошлом году она набирала сахар, потому что засуха была, а в этом году она росла, сейчас начинает набирать сахар. Несмотря на санкции и нестабильную погоду, неизменным осталось одно – искренняя радость и здоровый рабочий азарт, который аграрии испытывают каждый сезон во время страды. Не за горами осенний